Они причиняют боль невинным людям и лишают жизни тех, кого дома ждут родные и близкие. Молодежь чаще всего становится жертвой и одновременно живым орудием в руках террористов, рассказывает Ильяс Катиев. В своем докладе студент юридического факультета НГУ подробно описывает причины, толкающие таких же, как он, молодых ребят на экстремистскую деятельность. Четверокурсник поднимает одну из актуальнейших тем сегодняшнего времени – тему лайков и репостов как основание привлечения к уголовной ответственности в социальных сетях. Мы предлагали дать легальное определение понятиям лайк и репост, и когда за эти действия будут привлекаться к ответственности. Конференция, посвященная защите от такого радикального направления в молодежной среде, собрала немало инициативных студентов. В своих докладах каждый из них озвучивает проблемы и способы противодействия чуме 21 века. Организатором выступил Ингушский университет, для которого подобного рода встречи проводятся уже 3-й год подряд. В своих статьях, докладах они формулируют проблемы, обозначают правильные проблемы и предлагают пути решения этой злободневной проблемы в реальной действительности наших дней. И студенты в докладах, в статьях говорят о том, что эта проблема не сугубо находится в правовом поле, но эту проблему нужно решать еще и посредством разрешения социальных проблем, которые присутствуют или являются частью жизни нашего общества. В числе гостей сегодняшней конференции представители различных ведомств и организаций, занятых профилактикой терроризма и экстремизма в нашем регионе, а также те, кто непосредственно оказался жертвой террористического акта. Абубакар Костоев, звезду Героя России, получил за мужество и профессионализм, проявленные в ходе спецоперации по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунжского района. Сегодня почетный гость конференции делится с молодыми людьми, рассказывая, как уберечь наше общество от такого пагубного влияния, как терроризм. Изначально дети должны слушаться своих родителей, должны быть занятыми постоянно дома, учиться, заниматься спортом. То есть все полезное хватать себе, чтобы сформироваться положительной личностью. А органам внутренних дел, правоохранительным структурам, всем взаимодействие работать против терроризма. Говоря сегодня вообще о спокойной жизни, о мирной жизни, я всегда вспоминаю хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Если вдуматься в данный хадис, он является не просто, а это закон жизни, это правило для каждого человека, определиться для себя, что он делает и какой образ жизни он вообще ведет. Хадис звучит следующим образом: «Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Есть одна передача хадиса, где говорится мусульманин, то есть истинный мусульманин, того, кого можно считать мусульманином, это тот человек, от чьих рук и языка чувствуют себя в безопасности другие мусульмане. Организаторы и докладчики уверены, нельзя оправдать террористические акты, причиненные моральный и материальный ущерб, унесенные жизни. Слезы и боль в глазах родных и близких, убитых людей. Молодым людям важно уяснить, что за терроризмом и экстремизмом нет будущего. Лишь поломанная жизнь и осуждение общества. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.